Вот еще раз смотрим на все это дело и поражаемся, насколько же суров этот северный климат. Машины замороженные едут. Холодно нынче. Че, замерзла? Нет. Курск зимой. Нифига не видать. Куда едешь? Зачем едешь? Вот впереди в 5-7 метрах автобус. Вот только поворотки видно от него. Это он еще не газит. А если бы он газил, так вообще бы нифига не увидели. Вот так вот и ездим. Это портовская дорога. 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую. И вот сейчас утро. Сколько у нас там? 8:31. Все едут в город. Поэтому такая вот задымленность. Это больше не туман, больше, конечно, выхлопные газы. Половина города работает на газу, а газ дает больше испарений, больше дыма из выхлопной системы. Как-то вот так. Это уже город. Сегодня едем. Сколько сегодня градусов? По прогнозу 47. Ну, прогноз. По градусам здесь летают. Я не смотрела, ты же смотрел утром. Ну я смотрел 49 было. Ну, вчера же смеялись, что потепление поднимется до 47. Поднимется. 1-5 класс, видите? Вот даже люди ходят. Куда им деваться? Работа. Ну, работу никто не отменял. Школьники только сегодня то до 5 класса. Туман еще страшенный. 23 декабря. Первый год пандемии. Вот, едем, нифига не видим вообще. А поехали мы из города Якутска в поселок Нижний Гостях, который находится на правом берегу Великой Сибирской реки Лена. Вот. Люди на остановках стоят, мерзнут. Вот автобус-то проехал. Какую елку здесь какую поставили? Да, может, они ее поставили, а ее не видно. Ну да. Возможно, она есть, Там-то просто мы ее не видим. наверное, не поставили. На какой? Где мы вообще? Мы на Хабарова. Ну, а тут видите, елку они поставили. Ну, на площади Победы. Там, не знаю, там же люди ходят, как бы танк стоит. Да, наверное, там стоит, наверное, Вот, когда первый стартуешь, в принципе, можно чуть-чуть разглядеть дорогу с перекрестка. Но недолго, да, и не точно. Да, вот тут видимость, в принципе, по берегу более-менее. У нас находится элитный 203 микрорайон, но его тоже так одни фонарики только видно и все. Что-то светится, а что не видно. Так, аккуратненько. И быстренько завершаем маневр. Да, в туман тяжеловато ездить. Вот он, 203 микрорайон, я его разглядел. Вот так и едем. Мы проезжаем улица Чернышевского. Там вечный огонь горит. Да, это выхлопные газы. Ага, вот здесь вот, если за фонариками, там сразу начинается зеленый лук. Нет, какая-то куча чего-то. Когда это успеем?
Да, наверное, видно, уже светает. Да не видно тебя. Да, и тумана здесь поменьше. Здесь все-таки чуть-чуть продувает от реки, вот, поэтому в городе полная задница, а здесь более-менее. Где выезд на переправу, вообще неизвестно. Не найдешь. Да, Техасы-то они большие. Окружало мы проехали уже давно. Вот, это магазин Андулин, Чернышевского 48. Вот так вот молодцы, украсили красивенько. Вот здесь храм стоит, не помню как называется. Построили какой-то монастырь. Да, вот его, не знаю, видно, не видно. Должно быть видно, по идее. Он не освещенный, но его видно. Ну, уже светает, мерцает в тумане, красивенько. Торговый центр Азия. С часами, которые не идут. Там реклама, все дела. Как-то вот так вот. Вот первая елка, которую мы заметили. Металлическая. Мы поворачиваем на Хатас. Вот Хатас, что-то там написано. Вот так вот уже посветлело. Сейчас, наверное, туман исчезнет. Будем ближе подъезжать. Будем сейчас искать указатели, ведущие на переправу. Переправа, потому что официальная. Мы въехали в Хатасы и ищем хоть какой-нибудь указатель о том, что вот здесь должна быть переправа. Понимаем, что это должно быть с левой стороны, и все. Больше никаких пока опознавательных знаков нет. Обычная деревня, в принципе. Поселок, деревня, я даже не знаю, что это. Дорога ушатанная, заколебали. Прыгать. И вот буквально тут же, да, вот я вот сюда съехал и сразу же узнал местность. Я здесь когда-то переправлялся однажды. Едем мы, получается, сейчас по островам. Вот тут протока Хатасская. Так вот все это выглядит. Красивенько, так прикольненько. Стужа прям чувствуется, когда смотришь на эти кусты. Там рассвет. Такая вот дорога из песка и воды. Вот, а это сейчас водоохранная зона. Но это вот мы съезжаем на протоку. Хатасская протока. Так вот едем, дорога, темно. Справа поле, слева поле. Да, вот мы куда-то подъезжаем, тут дежурит министерство, что случилось. Вот она речка, а вот она переправа. Если она вся такая будет, это будет фронтир. Я-то думал, сейчас как топнем. Выезжаешь, и всегда такой прозрачный воздух, ну то есть видно далеко, ну или какое-то расстояние от Якутска. Отъезжаешь, и туман исчезает. Вот она, переправа Хатасы-Павловск. Вот в таком она состоянии. То есть ехать, в принципе, быстрее 30 км в час, ну, смысла нету. Ничего здесь путевого нету. Снег и ломаный лед. Больше ничего. В общем, мы все едем. По переправе Хатасы-Павловск. И вот навстречу нам попадаются вот такие вот фуры. Вот он, красавчик, едет, нормально все. Еще одна фура. Вольвочка. На бензовоз, ну сколько он весит? У него-то, блин, почему-то подъезжаем, скорее
Это Бестях. Там у них дальше ДНС есть. Торговый центр. Новенький, в прошлом году, по-моему, открылся. Бону, по-моему, один из первых. Мандаринка. Ну все, побывали мы в Бестяхе. Ничего там хорошего нету. Ничего не изменилось, кроме цен. И поехали назад.